11 января представителям Европейского Союза удалось посетить Синьцзянь. Комиссия провела в Синьцзяне 3 дня, в течение которых была собрана информация о положении и правах жителей уйгурского региона. По сообщению информационного агентства Франции, 3 представителя Европейского Союза посетили Урумчи и Кашгар. Контроль за действиями комиссии осуществляли сотрудники правительства и местной администрации. Им позволили посетить мечети, Центр исламского образования и школу профессиональной подготовки. Китай критикует за массовые аресты мусульман и лагеря политического перевоспитания. Однако Китай отвергает всякую критику, заявляя, что заключенным помогают исправить идеологию, избавиться от терроризма и заново стать нормальными людьми. По словам комиссии, посетившей Синьцзянь, китайские власти основательно подготовились и попытались оставить позитивные впечатления. Стены лагерей были перекрашены, камеры наблюдения сняты, а слова и ответы заключенных были однотипными. Эти данные подтвердили и дополнили доклады ООН, международных СМИ, научных исследователей и неправительственных организаций о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане. Ранее по приглашению китайских властей Синьцзянь посетили представители и информационные агентства 12 азиатских государств. Несмотря на то, что ООН также потребовала разрешения посетить Синьцзянь, Китай отклонил просьбу, потребовав не вмешиваться во внутреннюю политику Китая. Корреспондент американской газеты Bloomberg, находящийся в Пекине, посетил Урумчи, Кашгар, Хотан, Кульджу и Хоргос. 24 января после 10-дневной поездки Питер Мартин издал статью под заголовком «Китай – центральное государство в проекте «Единый пояс, единый путь», имеющее большое количество полицейских». Питер Мартин описывает ситуацию, свидетелем которой он стал в одном из ювелирных магазинов Восточного Туркестана. Смена охраны производилась 2 раза в день. Помимо оружия у охранников были бронежилеты и дубинки. По его словам, эти меры направлены не сколько против воров, а сколько против уйгуров и местного населения. Таких примеров по всему Восточному Туркестану очень много. Все это часть репрессивной политики коммунистов в отношении уйгуров. Подобные случаи Питер наблюдал в Кашгаре и Хоргосе. Подробно изложив ситуацию Восточного Туркестана и положение миллиона заключенных, он провел опрос китайцев. Как выяснилось, большая часть китайцев поддерживает политику властей в отношении уйгуров. По мнению работника одной ювелирной компании, положение уйгуров подобно положению непослушного ребенка, которого наказывают родители. Китайцы считают уйгуров предателями и оправдывают политику Си Цзиньпиня. Но Питер Мартин утверждает, что большая часть китайцев повторяет диктуемые слова коммунистической партии. Уйгуры, в отличие от китайцев, стараются избегать разговоров, а на вопросы отвечают коротко, говоря, что все хорошо. Уйгуры живут в постоянной тревоге и страхе. Полицейские могут остановить их без причины и допросить, куда и для чего они направляются. Повсюду металлоискатели, система распознавания лица и посты по контролю документов. Камеры наблюдения установлены даже в туалетах. Только в одной мечети Питер Мартин насчитал 40 камер. В конце статьи он подчеркнул, что Китай, подвергая репрессиям жителей Восточного Туркестана, нарушил человеческие права и приступил к законной демократии.